История Якутии, интеллигенции, просветительства, она неразрывно связана с нашей церковью, православной верой. И я хочу дать слово для приветствия архиепископу Якутскому и Ленскому Владыке Роману. Владыка не каждый день бывает у нас, но в связи с подготовкой этой серии Владыка Роман уже второй раз участвует в этих мероприятиях. Поэтому я считаю, что они проявляют достойный интерес к истории развития общественной мысли в Якутии приблизительно 18, 19 и начало 20 веков. Пожалуйста. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые депутаты, все участники нынешнего мероприятия, я с большим волнением приступил порог Государственному собранию и с большой радостью откликнулся на встречу, на приглашение. Александр Николаевич правильно заметил, что за последние 2 месяца я второй раз принимаю мероприятия, которые проводит Александр Николаевич, и оба они, мне кажется, исключительно значимые. Эти мероприятия в октябре было посвящено учреждению первой школы для мальчиков в городе Якутске, вообще в Якутии, которое было совершено при участии православной церкви. Состоялась конференция, как мне кажется, весьма интересная. И сегодня презентация этого прекрасного издания. И первое, что придется сказать, выразить благодарность Александру Николаевичу за его такой глубокий и большой труд, за это издание, которое перед нами. Оно насколько глубокое и значимое и отражает всю мощь интеллекта и опыта Александра Николаевича Жиркова. И не случайно эта встреча началась с аплодисментами. Приглашаюсь, Александр Николаевич. И это исключительный труд собирания очень верной научной информации о нашей национальной интеллигенции. Я думаю, что сама книга исключительно будет востребована в учебных заведениях, библиотеках нашей Якутии. И абсолютно уверен, с большим удовольствием воспримется всем обществом. Так же, как и с интересом я прочел буквально за несколько часов этой встречи. Я скажу, что в становлении якутской интеллигенции роль значительную принимала православная церковь в силу своего присутствия в жизни общества 17, 18, 19 веков в Якутии. И я рад, что эта заслуга церкви помнится, и помнится деятельность миссионеров, и благотворителей, и святителей. Ну и, конечно, должен сказать, что практически вот эти предтечи национальной якутской интеллигенции, потом первая плеяда, все они имели как минимум начальное богословское образование и были посвящены святым крещением и носили христианские имена и имели основы христианского мировоззрения, что невозможно не отметить. Я выражаю удовлетворение этой презентации, моим участием, благодарю за приглашение и очень надеюсь на дальнейшее взаимосотрудничество. Спасибо.